Очередное ДТП в Сосногорском районе на трассе Сыктывкар-Нарьян-Мар унесло жизнь человека. 24 марта водитель Nissan Almera, совершая обгон автомашины КАМАЗ, совершил боковое столкновение с внедорожником. После удара легковушку отбросило в сторону большегруза. В результате ДТП водитель Nissan скончался на месте до приезда скорой помощи. Им оказался экс-депутат Госсовета Коми, бывший руководитель управления противопожарной службы и гражданской защиты Коми Игорь Терентьев. 18 марта свой профессиональный праздник отметили работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Это, наверное, одна из самых противоречивых, но при этом таких нужных и полезных служб. Их ругают, когда они не приезжают на вызов, и благодарят после проделанного долгожданного ремонта. В минувшую пятницу в зале ГДК «Горизонт» собрались те, кто работает в этой неспокойной отрасли. Люди, которые своим каждодневным, подчас незаметным трудом стараются сделать нашу жизнь комфортной. Работников сферы ЖКХ поздравил глава района Виктор Шомисов. Я от всей души хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Благоустройство города, района, создание комфортных условий для жителей нашего района, тепло в наших домах, дороги. Я не знаю, перечислять можно до вечера, наверное, весь круг обязанностей, которым вы занимаетесь. Ежедневно вы решаете такие задачи, которые, многих, наверное, просто поставили в тупик. Слова благодарности подкреплены почетными грамотами и благодарственными письмами. Среди награжденных – дворники и слесари, операторы и инженеры. Екатерина Шершнева 7 лет возглавляет одну из управляющих компаний Нижнего Одесса. О том, что работает именно в такой сфере, совсем не жалеет. ЖКХ как-то вошло в мою жизнь, и весь мой стаж – это ЖКХ. Слава богу, что я туда попала. А вообще работа в ЖКХ, наверное, это хобби, и это стиль жизни, то есть это мы этим живем. Работаем 24/7. На обслуживании управляющей компании, которую возглавляет эта хрупкая женщина, 33 дома. И по словам Екатерины, жители этих домов с каждым годом становятся более активными и все чаще вносят конструктивные предложения. Нарекания, иногда бывает, но больше уже предложений идет, наши люди стараются участвовать, то есть в благоустройстве поселка они вносят предложения, что, конечно, очень радует. То есть есть какие-то точки соприкосновения, которые мы находим компромисс, приходим к чему-то. И я бы не сказала, что у нас население агрессивное. Нет, они идут навстречу, они работают вместе с нами. В настоящее время комплекс предприятий жилищно-коммунальной сферы Сосногорского района – это не только управляющие компании. В него входят различные ресурсоснабжающие и обслуживающие организации. Сотни специалистов изо дня в день трудятся над тем, чтобы в домах и больницах, школах и детских садах нашего района было тепло и светло. Уровень жизни и благополучия населения во многом зависит от их слаженной работы и добросовестного отношения к людям, к их проблемам, среди которых нет мелких и неважных. В этот день виновники торжества получали и творческие подарки. Лучшие коллективы и солисты города желали людям в зале профессиональных успехов и, конечно же, хорошего настроения. Марина Цимер в сфере ЖКХ работает уже 16 лет. Когда-то начинала обычным слесарем, а сейчас занимает должность старшего мастера службы распределительных сетей водоснабжения и водоотведения. По образованию у меня незаконченная АИС. В свое время не закончила 4-й курс, потом по семейным обстоятельствам. Позже временно устроилась сюда слесарем сначала, и постепенно стала работать мастером, в дальнейшем уже старшим мастером. Всему научилась уже здесь, на месте. Сегодня, как и много лет назад, она работает на канализационной насосной станции. Внутри этой системы герметичные емкости, трубы, вентили и специализированное насосное оборудование. И все это должно исправно работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Главная задача мастера – ежедневно с 8 утра до 5 вечера контролировать работу подчиненных сотрудников, в том числе за соблюдением дисциплины. Если приходится, выезжать на аварии со слесарями.
В подчинении у нее около 20 человек. Каждому следует дать поручение и распределить обязанности. Как говорит Марина Юрьевна, трудности в работе – обычное дело в этой сфере, но со всеми приходится справляться. Большинство работ у нас связано все-таки с улицей. Это и погода, и нехватка там слесарей, и еще что-то. Конечно, и ночами выходим, работаем, в мороз, дождь, неважно. Всего в Сосногорском районе действуют 9 станций КНС. И благодаря таким людям, как Марина Цимер, они находятся под постоянным контролем. Ведь когда любишь свою работу и полностью отдаешься ей, можно быть уверенным, что все населенные пункты могут чувствовать себя спокойно. Молодежь Сосногорска за безопасность. Под таким девизом для восьмиклассников 4 городских школ прошел тематический КВН. Здесь все по-настоящему. Приветствие, разминка, конкурс капитанов и домашнее задание. И такая форма, по словам организаторов, пришлась ребятам по душе. Это пропаганда безопасного движения среди учащихся и молодежи. Это в первую очередь мы для этого его проводим. Идея взялась из жизни, это просто необходимо. Среди малышей у нас проходят другие конкурсы. А для того, чтобы детям постарше было более интересно, мы проводим КВН. Это первый КВН наш, который мы проводим на базе нашей школы. К названиям команд ребята подошли творчески. Гимназисты свою команду назвали «Бонд». Будьте осторожны на дороге. Восьмиклассники школы номер 4 выбрали название «Веселые светофоры». Кадеты решили, что удачу принесет им название «Хорошее построение». А учащиеся школы номер 3 на время конкурса стали стоперами. Наша команда – стоперы! Наш девиз – стоп! Оглянись, когда переходишь дорогу, стоп! Переходи только по себе дорогу, стоп! Мы идем со временем ног и учим БРД все эти годы, стоп, стоп, стоп! Мы решили принять участие в этом конкурсе, потому что наши ребята очень креативные и веселые. Этот конкурс нам дает очень много интересного, много опыта, чтобы в дальнейшем мы были уверены в себе и знали правила дорожного движения. Шутки, интермедии, песни и танцы. Как сделать, чтобы и смешно было, и тема не осталась нераскрытой. КВНщики шутили, зрители аплодировали, жюри оценивало. Кстати, одним из членов жюри стала инспектор по пропаганде ГИБДД Анастасия Тюрикова. Она не только оценивала команды, но и присматривалась к такой форме подачи информации, как КВН. Данная форма подачи тоже необходима для детей, так как дети воспринимают больше все в форме игры, так как у них проявляется больше интерес, есть конкуренция, есть борьба. А в ходе борьбы, в ходе конкурентной способности они проявляют все свои познания, не только правила дорожного движения, но и также свою фантазию бурную, которую они могут в будущем применять в целях соблюдения правил дорожного движения. Проигравших в этом КВНе не было. Чьи-то шутки были смешными, чьи-то не очень. Это и не важно. Важно, что каждая команда в той или иной форме заявила: молодежь Сосногорска за безопасность. А значит, на дорогах города будет меньше ДТП. Развить творческие способности, мышление, а также речевые навыки по коми-языку, и все это в игровой форме. Ежегодные охотничьи состязания в этот раз прошли в Сосногорской школе номер 5 для учащихся 3-4 классов школ города и Усть-Ухты. По словам организаторов, такая работа с детьми – это отличный шанс повысить их знания и привить любовь к родному краю. Они проходят ежегодно более 20 лет уже. Основателем этой игры была Останина Лидия Владимировна, учительница 3-й школы. А игра детям очень нравится. Почему? Потому что целью является это воспитание наших детей к бережному отношению природы, взаимовыручки, доброжелательности, взаимопонимания. В начале традиционное приветствие. Бодрые девизы на коми-языке и яркие костюмы. Ребята, что называется, готовы на все 100. Каждая команда проходит 9 станций. Ребята отвечают на вопросы, разгадывают загадки и ребусы, и даже ловят рыбу. За каждый правильный ответ присваивались баллы. А вот оценивало труды школьников независимое жюри. Я первый раз на таком мероприятии нахожусь, мне
Вообще это очень здорово на самом деле, да, когда вот у нас вот мы сами живем в республике Коми, в Сосногорске живем, и когда детишки у нас приехали со всех школ муниципального района, участвуют в этом мероприятии, видно, им тяжело приходится, тем не менее они справляются со своими заданиями. Надо почаще все-таки встречаться, вот такие мероприятия проводить. На этой площадке, там, например, в школе, да, где-то, может быть, какие-то еще мероприятия проводить на каком языке, для того, чтобы все-таки это наш коренной язык, чтобы мы знали, дети наши знали, поколение, то есть то, которое вот сейчас вот, учится в школах. Победительницы прошлогоднего путешествия по охотничьим угодьям Ксения Волгутова и Ксения Лукутина в этом году заняли место в судействе. Каждая взяла на себя ответственность возглавить одну из остановок. Глядя на участников, девчонки вспоминают, как им было нелегко завоевывать победу в прошлом. Нам очень понравилось. У нас еще талисман был яблоко. Может быть, он нам еще помог. Что трудно было? Было трудно, когда мы залезали в палатку. Там еще какие-то слова говорили, а мы их не понимали. А вот ребята из 4-й школы Сосногорска стали призерами состязаний охотничьих игр. Кодзув Котьяс – это наша команда, это муравьишки. Что самое сложное было? Пармасапиен, мне кажется. Что там надо было? Там надо было кидать мячи и, или в кольцо кидать обручи. Маленькие. По итогам состязаний первое место заняли ребята из 3-й школы, второе из 2-й, а 3-е место досталось детям из 4-й школы. После награждения ребят ожидало чаепитие с пирогами, где они смогли обсудить и поделиться своими впечатлениями друг с другом о прошедших играх.